нравится в этих работах то, что они по сути своей являются уникальными и неповторимыми. Потому что если даже ты захочешь повторить тот же узор, ту же форму, ты уже не сможешь. Допустим, изгибы, как на этажерках, либо узор какой-то, где краситель в следующий раз может лечь намного глубже и получится другой рисунок. То есть, как приобретая такое изделие, ты получаешь что-то особенное только для себя, понимая, что ни у кого другого ты уже такого не найдешь. На самом деле, хоть как бы это и творчество считается, да, заливать смолой, но по факту здесь тоже необходима своя точность. Поэтому вначале я сначала выставляю поверхность по уровню, рассчитываю, сколько мне понадобится материала, потому что там нужно все в граммах смешивать, компонент А с компонентом Б, от этого зависит вообще, выйдет ли у тебя изделие. Потом уже начинаю переходить к тому, как я смешиваю цвета. И в основном зависит вообще от моего настроения. Если погода хорошая, то обычно я заливаю что-то яркое. И мне хочется добавить каких-то блесток. Осень, зима, такая погода и мое настроение такое меланхоличное. Я сразу больше склоняюсь вот к черным цветам, к белому цвету. Самое интересное еще в смоле – это то, что лицевая сторона находится снизу. То есть, когда ты сверху заливаешь, ты не видишь, что будет. И потом, спустя время, вот день проходит, я с утра вытаскиваю работу свою, и просто вот, ну, действительно восхищение. Ты смотришь и просто думаешь, вот как работает так это все. Потому что невероятно, ты вроде рисовал одно, но все равно материал ложится по-другому. Поэтому ты можешь залить цвет, потом добавить вот такую одну полосочку, а когда через день перевернешь свое изделие, там просто будет такая красота. Краситель лег такими капельками, и это может быть напоминать какой-то апельсинчик или одуванчик. Но в смоле тяжело получить что-то некрасивое, потому что как бы ты ни сделал узор, он все равно выйдет красивым. Поддержка близких – это для меня лично это самое главное, потому что когда я вижу их глаза, которые смотрят на мои работы, и с таким восхищением, типа, вау, так круто, это действительно просто эпоксидная смола, ну, это такая мотивация, у тебя становится желание все больше и больше делать это качественно, делать это больше, чтобы удивлять окружающих.